вторая часть. Василий Дмитриевич Гусляников, как член инициативной группы в поддержку увековечения памяти и восстановления доброго имени жертв политических репрессий. Продолжите, пожалуйста, и еще развейте тему, тоже одно из наших пожеланий, что если найдутся те места жительства репрессированных, откуда уводили на расстрел, то там по согласованию и с городской властью, и с жильцами этого дома можно поставить, прикрепить мемориальные доски, если это тоже будет объединять и создавать эту дому ауру такой историчности и уважения к предкам. Я полагаю, что это придется к каждому дому такие таблички прикреплять, поэтому я полагаю, что лучше сделать таким образом, что, например, поставить какие-то памятные знаки в тех местах, где эти расстрелы совершались, или где гибли люди репрессированные. Вот тут, например, есть недалеко от Саранска, в Рамаданском районе, Чуфаровский монастырь. Вот там посмотреть тоже, там очень многие захоронения находятся. И, может быть, сделать такие памятные таблички на домах широко известных людей. Вот я говорил уже о том, что мы контачим с внучкой народного поэта Мордовии довоенного, который был репрессирован. Вот, может быть, на том доме, если он сохранился, сделать такую табличку, это было бы правильно. То есть здесь посмотреть, вот та известная интеллигенция, которая ни за что пострадала. Если те работники там НКВД пострадали потом и сами попали под этот каток, это их работа. А уж когда люди совершенно посторонние пострадали, то тут, я думаю, такие таблички уместны. Вот я хотел сказать, что основная масса, думаю, и тех же чекистов, и тех же коммунистов, когда вот мы встречаемся, обсуждаем вот эти позиции демократов и коммунистов, это нормальные, трудолюбивые люди, законопослушные, честные, таких может быть 80-90%. Но вот в руководстве чаще всего были те люди, которые совершали эти преступления. А рядовые они не могли просто отказаться, иначе, я говорю, они сами попали бы под каток. И если вот есть те герои, которые в этих трудных ситуациях находили в себе силы не совершать преступлений, а может быть даже и помогать, кто-то там уводил из-под расстрела тех людей, которым хотели вчинить вот расстрел, там хотя бы даже давали там 10-летние сроки или какие-то, то это настоящие герои, и таких надо обязательно находить, о них надо писать, чтобы люди знали. Я тоже читал о таких сотрудников НКВД, которые уходили с работы или притворялись, кто притворялся спивался, чтобы его списывали, и то есть много было таких людей действительно. Вот. Нельзя общей краской. Это на самом деле были самые герои, потому что противостоять той системе, которая у нас была, это было настоящее геройство. Да. Вот даже переходя уже на более современные, так сказать, времена, в 90-м году, когда я уже был депутатом Верховного Совета Мордовии, и мы организовывали митинги, то ведь попытки властей прищучить нас незаконно были оштрафованы несколько депутатов городского совета, что вообще является нарушением закона. Я давал показания, как организатор этих митингов, ходил в Ленинский районный отдел внутренних дел, и только из-за того, что я им там сказал, что для того, чтобы меня привлечь хотя бы к административной ответственности, необходимо согласие Верховного Совета. И они постеснялись давать лишние козыри мне в руки, если бы меня привлекли за организацию несанкционированных митингов, то этого не сделано было. Но несколько человек, депутатов городского совета, были оштрафованы. Кстати, слово «несанкционированное», если вот почитать, как формулировалась цензура в 70-х годах, там нельзя было как выпуск несанкционированных текстов, вот то, что Конечно. запрещали, это как раз тоже называлось несанкционированным. Конечно, а сейчас конечно. несанкционированные мероприятия. Но это тоже период пройдет и уже... Слава Богу, в 93-м году мы сделали замечательную конституцию. Я приложил к ней свои руки. Я был
одним из двух участников этого конституционного совещания. Я был от исполнительной власти, а Сухарев от представительной. Его Верховный Совет послал. Но в живых вот я сейчас остался один. Я активно участвовал в подготовке этого проекта Конституции, которая была на референдуме в 1993 году принята. Замечательная Конституция. И есть в ней там 31 статья, которая гласит о том, что люди имеют право собираться на мирные Без митинги. оружия там, да. Да. Но попытки изменить Конституцию какими-то законами, это все незаконно. Но у нас это есть. Я же помню время, когда уважаемого человека, председателя Московской Хельсинской группы Алексееву, под Новый год 31 декабря, а ведь тогда была такая позиция, выходить До 31 числа в защиту 31 статьи. Стратегия 31. Ее даже забирали в полицию или милицию, тогда, сейчас не помню еще, как в какое-то время это было. Угу. Тот уважаемый человек, которого поздравлял с днем рождения, приезжал президент поздравлять. Уважаемый человек, который действовал в соответствии с законом. Поэтому вот я еще раз говорю, как наша работает судебная система. Они же формируют вот эти незаконные дела, штрафуют и все прочее. Также вы упомянули, что нужно продолжать ту работу, которую совершала прокуратура по реабилитации, уже по тем статьям, которые власть российская признала, что эти статьи, по ним нужно реабилитировать. Кроме того, там в первом томе книги памяти руководить Павел Ефимович Сенькин, по-моему, сам, он генеральный прокурор Мордовии, он сказал, что подобную же работу ведет и Министерство внутренних дел. Ну, скорее всего, реабилитационную. Скорее всего, МВД, оно реабилитировало по административным репрессиям, это вот депортация и так далее. Но вот я результат этой работы не увидел от МВД. Или, может, я не там смотрел. Я понял вопрос. Ваш вопрос очень хороший, очень широкий. И вот почему мы здесь с вами и встретились. То есть необходимо найти закоперщика, того человека, который будет олицетворять потуги всей этой группы инициативной, которая готова работать в этом направлении. Работа эта очень большая. О, да. И то, что занималась этим прокуратура, занималась этим ФСБ, занимается этим и полиция, МВД. И тут надо этим заниматься. Но для этого как раз вот должны инициаторы быть, инициативные люди, которые могли бы в этих архивах работать. Для этого и власть должна помочь получить разрешение для работы в этих архивах. То есть тут непочатый край работы. И официально пригласить. Да, обязательно. То есть если наша власть в лице главы республики Волкова Владимира Дмитриевича, который, в общем-то, делает правильные вещи во многом, и он вот каким-то образом озаботится тем, о чем мы с вами говорим, и поддержит инициативу народа снизу для того, чтобы и поставить памятник реабилитированным, незаконно репрессированным, и продолжить работу по реабилитации. Все бы это было полезно, и оно бы шло уже лучше и легче. И его поддержка только увеличилась бы среди тех, кто ценил бы и понимал важность этого шага. Конечно. Я вот считаю, что не только и те наши члены инициативной группы, которых я брал интервью и им озвучил, тоже они в целом поддерживают, что продолжение реабилитационного процесса должно быть в отношении тех граждан, проживающих на территориях, впоследствии вошедших в состав Мордовского округа, в период проведения массовых операций военного коммунизма, красного террора, уничтожения религии, ликвидации классов, раскулачивания, коллективизации, национальных депортаций, борьбы с контрреволюционными, антисоветскими элементами, космополитизмом, сионизмом, значит, врагами народа, членами семьи изменников Родины, непманами, валютчиками, спекулянтами, невыездными, и там море таких, которые сейчас мы понимаем, что вреда от этих людей нет, а
по каждой из этих статей массы людей репрессировались. И значит, для их семей была трагедия, и им самим жизнь гробили. И мы должны сейчас хотя бы восстановить справедливость в отношении их. Переходим к следующему нашему пожеланию. Оно тоже такое очень сильное, что мы считаем, что нужно организовать в одном из исторических зданий Саранска постоянно действующую выставку памяти жертв политических репрессий, а в перспективе открытие одноименного музея памяти жертв политических репрессий, в котором объединились бы и архивные материалы, и научная работа, там концентрировалась ученых Мордовии, и экскурсии там проводились бы, и образовательный процесс, и мероприятия, связанные с поминальным революционным процессом, и в воспоминаниях, и родные репрессированных могли там вместе общаться в теплом помещении. Как вы считаете? Я считаю, что это слишком круто, и мы не потянем это. У нас замечательный сейчас есть краеведческий музей, в котором я несколько раз был. И я уже говорил о том, что я с удовольствием посмотрел ту выставку, которая там была, избирательные системы и выборы в России, начиная с 2017 года. Мне что особо понравилось? Если в 2017 году была полная демократия, и было много избирательных блоков и много кандидатов на одно место, то уже в 1937 году в бюллетне была одна фамилия. Мы все время голосовали, выбирали одного из одного, а это неправильно. Поэтому я полагаю, что вот в новом здании, там очень хорошее здание, много помещений, и можно будет там найти или создать отдел, может быть, даже в краеведческом музее, который будет заниматься репрессированными. И там могли бы с успехом работать и историки. Вот. И поэтому, я думаю, может быть, даже смысла нет отдельного здания, а работать активно в краеведческом музее. Ну, вы говорите, смысла нет, как будто вы министр финансов. Да. Экономный да. человек, и беспокойтесь, понимая задолженность высокую, и другие проблемы нашего общества, и социальные, и другие, и уровень жизни поднимать, и экономику поднимать. Но если бы, может быть, через несколько лет открылся бы такой музей, вы бы приветствовали это? Конечно. Мы даже можем такой музей сделать на территории нашего стадиона, который через несколько лет придется нам содержать самим. Денег туда надо много, помещений там есть. 200 миллионов в год, по-моему. Да, поэтому надо думать, как его хорошо использовать, и, может быть, использовать в том числе и для этих целей. Да. Кстати, потому что болельщиков бывает много, ходят там десятки тысяч даже. И если они будут идти и мимо такого, допустим, памятника, там, если вдруг примет решение народ установить памятник на той территории, это было бы тоже нормально. Как в Европе, допустим, там введено такое правило, что церквям и не датируют их коммунальные расходы, поэтому многие религиозные организации отдали свои здания церковные или их дали в аренду, и во многих церквях находятся какие-то другого рода помещения, но все равно это красиво, если это красиво оформлено, и поэтому и на стадионе, а у меня еще есть, не только у меня такие идеи, допустим, идет оптимизация административного персонала. Вот здание, допустим, городской администрации, это красивый исторический памятник. Если бы без ущерба для работы администрации удалось бы переместить их в другое место, где им то также было бы удобно, это здание уже несколько десятилетий историки и деятели искусства, они говорят, что есть идея превратить это здание в дом города, на котором один этаж мог бы быть посвящен периоду репрессий. Потом здание прокуратуры. Возможно, сейчас есть идея, что его или ремонт этого здания, или его снесут для нового здания прокуратуры. А если это здание прокуратуры, которое находится рядом со зданием, в котором производились массовые пытки, в подвале расстреливали сотни людей. Это записано в мемуарах тех, кто выжил, тех, кто слышал и расстрел. Если вот прокуратуру превратить в этот музей. Это здание, оно довоенное еще, прокуратура? Прокуратуры нет. Вот. Нет. Поэтому там... Но построил Левков знаменитый его. Поэтому оно тоже красиво. Прокуратурой, по-моему, Левков построил тоже. Собственно говоря, Левков это наш современник. А то здание, которое НКВД было,
то, конечно, история. А оно до революции. Да, вот то здание-то было купеческое. Да. Жалко. Поэтому и ветераны органов безопасности Мордовии тоже сожалеют, что снесли, потому что конечно, оно было красиво. Красиво. Вот. Я полагаю, что вот если бы у нас не было тех денег, которые мы брали взаймы вот последние 20 лет, на которые построили новый музей, то была ведь такая идея перенести музей в здание городской администрации, сделать тут музей. Это было бы реально и нормально. Но когда сейчас у нас есть уже хороший музей, я думаю, поэтому еще нам музей создавать, это просто расточительно. Но в некоторых городах экономики. Есть даже не по несколько музеев такого рода. Я понимаю, и в Москве, конечно, и в Петербурге, даже в региональных городах. Но опять же, вы сказали, что вы бы приветствовали. С точки зрения экономики. Вот. А так, да. Конечно, если бы это было бы по деньгам, то можно было все это делать. Да. Но для того, чтобы это было реально и в ближайшее время, я думаю, надо опираться вот на то предложение, активно работать через музей, может быть, даже пролоббировать создание отдела репрессированных в Краеведческом музее. Вот. И если власть поддержит это, да. там можно сделать и штаб-квартиру, и хорошо работать, и постоянную экспозицию. Увеличение там штатного есть, расписания хотя бы. Конечно. Там у них есть площадя, и я думаю, возможно все это сделать. Ну, конечно, музейные сотрудники, они настолько любят свои фонды архивные, что им, конечно, кажется, что им всегда не хватает экспозиционных площадей. И если какую часть площадей придется посвятить вообще другой цели, еще вот репрессированным, конечно, может быть, у них недовольство будет. Скажут, там свои-то негде экспонировать, Нет, а вы там нам как еще... раз, я думаю, хватает площадей. Там многое. В общем, нужно идти в этом направлении, размышлять и находить консенсус, чтобы... Конечно. Да. Зачем другой листочек? Следующее наше пожелание – это продолжение открытия архивов, связанных с репрессиями, потому что уже сроки, они прошли, это уже 80 лет назад, хотя недавно опять были продлены на лет на 40 сроки как бы засекреченности некоторые виды архивов. А я считаю, что и наша инициативная группа считает, что для ученых, для развития истории, для понимания нашей истории, для того, чтобы не повторять ошибки, мы должны досконально разбираться в нашей истории, а для этого нам нужен материал для этих научных исследований. Это есть архивы. Архивы принадлежат ученым, а не чиновникам, как бы они сильно не заботились о репутации тех, кто совершал репрессии. Да. Как вы считаете? Я полностью и согласен еще здесь. в части да. Полностью согласен. Полностью, да. Более того, у меня товарищ есть, который очень активно интересуется всей прессой, поэтому я читаю очень много, практически все газеты местные, плюс много центральных, плюс в последнее время стали издаваться хорошие журналы, такие как «Загадки истории», там и другие. Они оформлены как в виде газеты, но издаются в виде журнала. Вы в бумажном виде. Да. Вот у меня тут даже есть, могу показать несколько. И там интересны как раз моменты и о том, о чем вы говорите. То есть вот это продление, закрытие архивов, я считаю, что это неправильно. Народ должен знать своих героев, поэтому нечего стыдиться. Если предки какого-то уважаемого человека были палачи, ну что, народ должен знать. Поэтому ничего тут особенного. По этой логике мы Если должны... есть там 50 лет срок, прошли 50 лет, не надо никаких продлений, открывай архивы, пусть историки работают. И родные не виноваты, что конечно, у них родной... Конечно. По этой логике мы у всех все убийства должны засекречивать, потому что их следующее наше пожелание в том, чтобы происходило обнародование географически точных месторасположений всех мест массового захоронения расстрелянных, репрессированных. У нас их наверняка было больше 10 в разных районах. А случайно, благодаря инициативе историков и священнослужителей, и, как сказать, общественных деятелей, было выявлено только 2. Значит, в 2004 году на юго-западе Саранска у Богоявленских родников, и на следующий год, значит, в Рамадановском районе в селе Большой Чуфаров, как вы правильно сказали, Чуфаровский Свято-Троицкий монастырь. И после того, как это начнется открытие
это точно есть, это место расположения. Левашовская пустынь в Ленинградской области, 40 тысяч расстрелянных захоронено, и в 90-х годах нашли в архивах документ, где прям кружками обозначен. Полагаю, То есть, что значит, это есть во всех регионах. Конечно, Это... должно быть задокументировано. И где-то эта бумажка в нескольких километрах от нас находится в архиве. И нужно обнародовать это месторасположение и произвести бережную, опять по мере появления финансовых возможностей, если мы, люди вообще, деньги, как бы, если мы уважаем свою историю, своих невинно наказанных земляков, то мы должны идти по тому, что вообще в будущем и бережно эксгумировать, и с почестями перезахоронить. Да, если удастся опознать, например, конечно, если нет, генетический то, материал собрать. значит, здесь тогда, как учитывая, что это типа братской могилы, здесь памятники нужны. Правильно вы говорите? То есть все зависит от того, была бы добрая воля властей, и начать рассекречивать архивы, искать вот эти места захоронения, ставить памятники. Это все дело нужное и необходимое. И последнее наше пожелание в том, что на одном из уже обнаруженных мест массового захоронения, например, в Саранске у Богоявленских родников на юго-западе, там обнаружено благодаря работе и прокуратуры, и историков, в том числе Владимира Кузьмича Абрамова, и поискового движения под руководством Николая Андреевича Кручинкина. Они обнаружили и произвели раскопки у богоявленских родников 7 расстрельных ям НКВД, около 700 останков с простреленными черепами. И мы считаем, что было бы правильно, как и во многих регионах России, возвести там мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий. Эта территория должна быть благоустроена, профессионалы знают, там и дорожки, и дорога подведена, не как сейчас туда машина сломается, пока туда доедешь, там такие колдобины и дороги, и профессионально благоустроено, чтобы родные со всей России приезжали навестить место, где гарантированно находится останки, и эти нужно произвести и генетический материал, и определить по косвенным признакам, кто именно. Получается, что уже некоторые сомневаются, что там именно захоронены репрессированные, есть версии, что там и вообще посторонние уголовники, там предатели какие-то родины, те, кто отказывались от участия в Великой Отечественной войне, забыл слово. Но дело в том, что значит, прокурор Тимошкин, Владимир, по-моему, могу ошибиться, он, как бы сказать, допрашивал бывшего водителя, который возил трупы в 30-х годах туда. Он уверен, что в этом месте он уже погиб, к сожалению. Потом ученый Владимир Кузьмич Абрамов тоже общался и с людьми тоже. Информация косвенно, что именно сюда привозили в конце 30-х годов. Николай Андреевич Кручинкин тоже несколько людей общался лично, и ему сообщали информацию те, кто общались с теми, кто участвовал в расстрелах, и они указывали на это место. Потом церковь православная поставила там поминальный крест, а церковь наша имеет много друзей среди тех, кто связан с архивами, и тоже наверняка они не поставили бы место свой поминальный крест на том месте, где вообще никак не связан с репрессированными священниками. Там даже есть небольшой список с репрессированными священниками, то есть они уверены. Потом Министерство внутренних дел за счет собственных средств поставило памятник, и в открытии участвовал заместитель министра Мордовии, который сейчас министр Брянской области МВД. То есть Министерство внутренних дел тоже считает, что именно здесь захоронены репрессированные. То есть мы можем быть очень сильно уверены, что мы не ошибаемся, что именно здесь. И поэтому мемориальный комплекс был бы здесь очень важен. Как вы считаете? Конечно. Ну, для этого, во-первых, надо, как вы говорите, рассекретить те архивы, которые есть, и которые даже срок секретности вышел, а продляют их. Значит, тут надо принять волевое решение, отменить это продление, допустить ученых. Тогда ученые сразу могут найти и места захоронений, и списки расстрелянных. С другой стороны, вот мне кажется, очень трудоемкая и тяжелая работа по идентификации, она может быть даже и невозможна, потому что столько времени прошло, там трудно будет
Для того, чтобы идентифицировать того или иного человека, необходимо брать генетический материал у его родственников. Но для биологов будет задача. Тоже и биологи вовлекутся там в это. может быть еще даже уже и родственников не найти тех людей. Тут ведь вот прошло-то уже сколько лет. Там 80 лет прошло, и, может быть, даже и родственников не Там же слышишь. репрессировали целыми вымышленными блоками, вымышленными Конечно, партиями. конечно. Если несколько человек из одной организации, то можно сделать косвенный вывод, что, возможно, вся эта яма связана с какой-то конкретной Может организацией. быть. Да, тут на самом Но деле просто косвенные есть признаки. поле для работы, и надо Поле, да. начинать эту работу. Интересно, с А научной самое точки зрения. главное, вот два момента. Во-первых, для того, чтобы власть проявила к этому интерес и добрую волю, это во-первых. И во-вторых, приняла законные юридические моменты, о чем мы уже говорили, чтобы запретить засекречивание тех архивов, которые по времени уже должны быть рассекречены. Заканчиваем, Василий Дмитриевич, Да, да, замечательно. А другие темы мы или что-то, если добыли, мы забыли, Смотрите, мы как дополним. время будет, желание, я всегда к вашим услугам. А, уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Василий Дмитриевич Кусляников, первый президент нашей республики, основатель и председатель правления Мордовского республиканского правозащитного центра и так далее, так далее. Много ответственных должностей, и которые загружают всю вашу жизнь, которую вы посвящаете жителям нашей республики. Спасибо вам большое, Василий Дмитриевич. Спасибо.